Начинаем урок русского языка и литературы в 5 классе. Тема урока «Что за прелесть эти сказки?». Слова урока: сказка, сказочка, сказочник, сказочный. Прочитайте, назовите тему текста. Сказка – это вид устного народного творчества. Как и пословицы, поговорки, загадки, сказки появились очень давно. Сказка от слова «сказывать», «рассказывать». Сказки бывают разные. Есть сказки о животных, которые очень похожи на людей: хитрая лиса, трусливый заяц, глупый и жадный волк. Есть сказки, в которых рассказывается о бедных и богатых, о том, как простые люди оказываются умнее богатых. В таких сказках высмеиваются недостатки людей: глупость или жадность, жестокость или трусость. Они называются бытовыми. Например, казахские сказки «Алдар-Кусе и хвастливый бай», «Жиренше и хан», «Чудесная шуба Алдара-Кусе». В волшебных сказках рассказывается о подвигах и приключениях героев, которые пользуются коврами, самолетами, шапками-невидимками, добывают живую и мертвую воду, побеждают змея Горыныча и так далее. Автором многих сказок мы не знаем. Их сочинил народ. Такие сказки называются народными. Но есть сказки, авторы которых известны. Например, сказку о рыбаке и рыбке сочинил Александр Сергеевич Пушкин. Аленький цветочек Аксаков, старик-годовик Даль, счастливый человек Побраял Писарин. Это литературные сказки, но очень часто в их основе лежат народные. Наряду с небольшими сказками писатели создают сказочные повести. Это «Приключения Незнайки и его друзей» Носова, «Рони, дочь разбойника» Линдгрен, «Снежная королева» Андерсона. А знаете, чем все сказки, даже очень разные, похожи друг на друга? В любой сказке обязательно побеждает добро. Тема текста – виды сказок. Работа в группах. Что такое сказка? Когда появились сказки? Какие сказки называются народными? Какие сказки называются литературными? Чем отличаются бытовые сказки от волшебных? Чем отличаются литературные сказки от народных? Ответы в следующем слайде. Сказка – это вид устного народного творчества. Сказки появились очень давно. Народные сказки – это сказки, авторы которых неизвестны, их сочинил народ. Литературные сказки – это сказки, авторы которых известны. Бытовые сказки – это сказки, в которых рассказывается о недостатках людей. А в волшебных сказках – о подвигах людей. Литературные сказки отличаются от народных тем, что у них есть автор. Известные русские народные сказки «Маша и медведь», «Гуси и лебеди» и другие. Известные казахские народные сказки «Канбакшал», «Ташшабала» и другие. Литературные сказки «Сказка о царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина, «12 месяцев» Самуила Машака и другие. Антонимы – прилагательные: устный, письменный, разный, одинаковый, хитрый, простодушный, жадный, щедрый. Антонимы существительные: глупость, мудрость, жестокость, доброта, трусость, храбрость, добро, зло. Подвиг – героический самоотверженный поступок, на родном языке ярлык. Приключения, происшествия, неожиданные случаи в жизни, на родном языке штаман фера. Дополните кластер по теме сказка. Сказка литературная, волшебная, бытовая, добрая, занимательная, интересная, народная, о животных. Прочитайте болгарскую народную сказку. Найдите и выпишите предложение, в котором заключена основная мысль сказки. Составьте тонкие и толстые вопросы к тексту. Сказка о бочке. Жил-был старик. Вот настал его последний час. Позвал он своих 5 сыновей и говорит: «Знаете, дети мои, я скоро помру, но перед смертью расскажу вам притчу. Слушайте хорошенько, а потом растолкуйте ее мне». Смотрят сыновья на отца, а старик оглядел их всех и начал. Рос в лесу дуб, большое было дерево,
с его толстых ветвей желуди дождем падали, корни его глубоко вросли в землю, соки из нее сосали. Трепала его буря, да ничего с ним поделать не могла. Но вот пришел в лес дровосек, примерился к дубу, засучил рукава и давай рубить. К вечеру повалил дерево на землю, ветки обрубил, а ствол приволок к себе в Плотницкую. Там распилил ствол на тонкие полоски. Осенью пришел в Плотницкую бочар, свалил доски на телегу и увез. У себя в мастерской бочар сделал из досок клепки, набил на них обручи, сколотил донья и смастерил большую бочку. В ту бочку он каждую осень наливал молодое пенистое вино, а потом продавал его крестьянам. Так было, пока бочка оставалась целой. Но вот один обруч сломался, и клепки разошлись, вино вытекло, бочка рассохлась. Пока бочар собирался набить на нее новый обруч, клепки совсем рассыпались. Ребятишки растащили обручи и стали их катать по улицам, а хозяйка сожгла в печи клепки и донья. Хороша была бочка, да не стало ее. Ну-ка, растолкуйте мне эту притчу. Задумались 5 братьев. Думали, не смогли растолковать растолковать отцову притчу. Тут старик покачал головой и говорит: молоды вы еще, вот и не догадываетесь. Ну, так я сам ее растолкую, а вы слушайте. Лес, где растут большие деревья, это наша держава, она вечная. Деревьям ее, народу, повеки не будет конца. Бочка — это семья, клепки — это все мы, родичи, обручи — согласие. Пока в семье согласие, она живет счастливо, а тот дом, где согласия нет, лучше ему в огне сгореть. Берегите обручи, дети мои. Старший сын поцеловал руку отца и говорит: благодарим тебя, батюшка, за мудрый совет. Не забудем его, пока живы. Карточка информатора. Наступил. Притча. Нақыл өсиет әңгіме. Желудь, плод дуба, бочар, мастер по изготовлению бочек, обруч, шеңбер, клепки, бөшкенің қалақ бөлшегі, донья, здесь дно, держава, государство, согласие, здесь береке-бірлік, совет, кеңес. Основная мысль сказки заключена в предложении: пока в семье согласие, она живет счастливо. Тонкий вопрос: кто рассказал притчу? Толстый вопрос: почему бочки не стало? Тема. Определите тему, тип текста. Выпишите из притчи ключевые слова. Тема: старик и дети. Тип текста: текст повествования. Ключевые слова: старик, 5 сыновей, дровосек, бочар, бочка, семья, согласие. Прочитайте выделенный фрагмент текста сказки. К какому типу текста он относится? К повествованию или описанию? Обоснуйте свой выбор. Прочитаем выделенный фрагмент. Это здесь рос в лесу дуб. Большое было дерево, всего толстых ветвей, желуди дождем падали. Корни его глубоко вросли в землю, соки из нее сосали. Фрагмент относится к тексту описанию, так как в нем описывается дерево в лесу. Найдите то место, где речь идет о дровосеке, а затем о бочаре. Докажите, что этот фрагмент текста представляет собой повествование. Этот фрагмент текста представляет собой повествование, так как в нем сообщается о произошедшем событии. Следующая сказка. Восстановите текст русской народной сказки. На первом месте мы прочитаем абзац 2, потом 1, потом 4, потом 3. В одной деревне жил мужик. У мужика было 7 сынов. Сыны захотели делиться. Отец видит, что сыны уже делиться хотят. Он и сказывает сынам: можно делиться, ребята, но только если будете жить раздельно, так у вас силы не будет. И они сказывают отцу: как силы не будет, какая была, такая и будет. Вот отец пошел, берет веник и приносит им. В венике, может, 20 пруток было, и говорит им: вот вы все теперь сильные и ребята здоровые, нате этот веник, сломайте его.
Старший взялся ломать, веник только гнется. Ну и все они ломали, а веник только гнется. Отец говорит: ну вот видите, сыны, он только гнется, а не ломается. Он развязывает веник, подает старшему сыну прутик. На-ка, этот прутик сломаешь или нет? Сын взял и легко сломал прутик. Подает отец второму сыну. И второй, так и третий. Отец и говорит: вот видите, когда прутики в кучке, так только гнутся, не ломаются, а поодиночке ломаются. Вот так и у нас. Если будем жить поодиночке, каждый сломает, а если будем жить дружно, заодно все, то нас никто не сломает. Сыны и не стали отделяться. Отгадайте слово по его толкованию. Крестьянин, который занимается обработкой земли. Мужик. Крестьянское селение. Деревня. Тонкая ветка без листьев. Прутик. Связка прутьев для подметания пола. Веник. Укажите верные или неверные ответы. Сказка – это вид устного народного творчества. Верный ответ. Сказки, которые сочинил народ, называются народными. Верный ответ. Приключения Незнайки и его друзей – это народная сказка. Неверный ответ. Литературные сказки сочиняют поэты и писатели. Верный ответ. В волшебных сказках рассказывается о подвигах и приключениях героев. Верный ответ. Составьте синпень к слову «сказка». Что сказка? Какая? Народная, волшебная. Что делает? Воспитывает, развивает, учит. Предложение сказка – вид устного народного творчества. Синоним к слову сказка – рассказ. Ребята, на этом мы закончили этот урок. До свидания, до следующей встречи.